Добрый день, уважаемые читатели интернет-газеты в Якутии.ру. Сегодня 22 июня 2022 года мы в Якутске встретились с Сергеем Юрьевичем Решетняком, заместителем председателя Наслежного экологического совета. Сергей Юрьевич, вы сегодня приняли участие в совещании при главном федеральном инспекторе, да? Об этом хотели спросить. Да, во время визита в Иенгру главного федерального инспектора по республике Саха-Якутия им было предложено провести совещание с привлечением руководителей контрольно-надзорных органов по ситуации вокруг нашего водозабора по добыче рассыпного золота на ручье Волховске предприятием ООО «Титан Автотрейд». Но сегодня это совещание прошло, вот буквально прошло 20 минут. Присутствовали представители Роспотребнадзора, затем прокуратуры, Минэкологии, Ростехнадзора. А со стороны района кто-то был, да? Со стороны района был глава района, и также была Игнатенко Ольга Георгиевна, глава Ингринского наследия. Ага. И вот после обсуждений А прокуратура была природоохранная или обычная? Обычная. Ага. А Минэкологии были тоже, да? Да, был первый заместитель министра Яковлев Семен Илларионович. Ага. И каким вот итогам пришли после обсуждений? Пришли к итогам таким, что да, существуют определенные нарушения, по которым ООО «Титан Автотрейд» выданы предписания, которые они должны исправить. То есть на данный момент предприятие продолжает работать, но они должны устранить все нарушения, указанные в предписаниях. То есть с соблюдением природоохранного законодательства, водного законодательства. И также представителям ООО «Титан Автотрейд» было опять же подтверждено, что ими закуплено оборудование для водоочистки, и что скоро оно будет поставлено. Посмотрим, как это будет исполнено. А со стороны «Титан Автотрейда» кто принимал участие? Принимала участие Тимурова Анна Владимировна, по-моему. Директор, да? Директор ООО «Титан Автотрейд». Угу. А позиция главы района тогда Щедельняка как на сегодня? На текущий момент Роман Михайлович полностью стоит на стороне ингринцев, как глава района. И это сейчас отрадно осознавать. То есть раньше мы никак не могли достучаться до бывшего руководства района. На данный момент Роман Михайлович занял активную позицию. Он защищает права ингринцев на благоприятную окружающую среду. И однозначно, что должны все расставить точки над «и», существует ли реальная угроза загрязнения нашего единственного источника водоснабжения села. И вот немного о планах вашей работы. Как дальше будете настаивать на тех позициях, которые вы сегодня выдерживаете? На текущий момент позиции на совещании обозначены, что контрольно-надзорные органы работают. Мы также будем мониторить ручей, и, соответственно, уже будем непосредственно работать с руководством района. То есть я повторюсь, что Роман Михайлович сейчас занимает позицию, что права ингринцев должны быть защищены. И вот 16 июня, когда встреча главного федерального инспектора и представителей власти других уровней, была вами озвучена информация, что поступали угрозы, вы заявления подали в правоохранительные органы. На сегодня как? Есть какой-то ответ? По этому вопросу комментарии дал замминистра МВД Республики Арбузов, что все материалы ими изучаются и что данный факт находится на контроле. Спасибо большое.